Настоящий вертолет Ми-8 обосновался на территории Чебоксарской школы номер 22. Установили боевую технику еще 26 января, а сегодня состоялось официальное открытие музея под открытым небом. Приехать на торжество смог герой России генерал-лейтенант Николай Гаврилов, который и преподнес дорогой подарок школе, носящий его имя. На месте событий работала наш корреспондент Наталья Егорова. Ее материал о том, для чего нужна боевая техника рядом со школой. Ми-8 называют рабочей лошадкой, солдатской машиной. Вертолет предназначен как для выполнения боевых, так и пассажирских задач. Способен делать вылеты в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Но здесь у него иная миссия – вдохновлять юных кадетов. Тут планируется проводить интерактивные уроки, чтобы дети смогли ближе познакомиться с авиационным делом. До этого момента кабина была закрыта. Вот, наконец, все получили доступ. Мы видим, что она довольно-таки просторная. Здесь имеются пассажирские сиденья и кабина для двоих членов экипажа. Там множество кнопочек, рычажков. Детям должно быть интересно. Машина уже отлично вписалась в музейную концепцию школы. Внутри развернута экспозиция, посвященная как герою России Николаю Гаврилову, так и основным вехам военной истории страны. Это очень важно и необходимо для того, чтобы из поколения в поколение передавалась и гордость, и слава тех побед, которые были неоднократно в нашей жизни. А самое главное, чтобы крепла, развивалась, укоренялась любовь к родине. Военную технику привезли из Йошкар-Олы. Вертолет был на службе ФСБ. Машина, прямо скажем, уникальная, не имеет аналогов среди аппаратов своего класса. Но по числу модификаций Ми-8 является мировым рекордсменом. Их насчитывается более сотни. Наши будущие защитники будут осваивать уроки десантирования и применения каких-то спецсредств из борта этого вертолета. А простое население всегда видит в Ми-8 спасателя, ангела небес, который в любую трудность может прилететь с неба и оказать помощь. На обустройство площадки под вертолет в школе из городского бюджета было выделено более 2 миллионов рублей. Школьная экспозиция будет еще пополняться. Николай Гаврилов пообещал, что такое интересное сотрудничество со школой, носящей его имя, обязательно продолжится. Наталья Егорова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.